Такой молодой и такой древний город, день рождения Брянска – это всегда море сюрпризов, которые с нетерпением ждут участники торжеств. Но есть традиции, которые остаются неизменными вот уже много лет. Одна из них – это возложение к воинским мемориалам и обелискам. Цветы легли к подножию стелы «Город воинской славы» и на могилу неизвестного солдата на центральном кладбище. А в это время вдоль всего проспекта Ленина уже начали собираться люди, чтобы своими глазами увидеть еще одну неизменную составляющую Дня города – парад поколений. Почетное место в шествии отведено ветеранам, которые не идут, а едут на автомобилях образца военного времени. Среди ветеранов участников парада Иван Михайлович Ивкин, человек, который принимал непосредственное участие в освобождении Бежеца и окрестностей Брянска в 1943 году. Там серьезные были бои. Вот как раз я там вник туда, в Бежецу, 4-й Бежецкой 11-й армии, и нас освобождал я. Там разбиты были почти все дома. Сильно он пострадал, Бежеца. Иван Михайлович и другие брянские ветераны – свидетели того, как восстанавливался полуразрушенный Брянск после войны и как менялся в дальнейшем. Сейчас город совсем другой стал. Это отличный город стал. Отличный. Открывать праздник доверили самому юному поколению брянцев. Они выпустили в небо над городом десятки разноцветных шаров. Нашими общими усилиями мы делаем Брянск городом, в котором живут достойные продолжатели дела тех, кто завещал нам любить и гордиться своей Родиной. Праздник, посвященный Дню города и 74-й годовщине освобождения Брянска, объявляю открытым. Парад, который двинулся к площади Партизан, открыли учащиеся брянских кадетских корпусов, юноармейцы, члены патриотических клубов и объединений. Далее в колонне творческие коллективы города. Свою колонну выставил каждый район Брянска. Самый трудовой район. Это Бежецк. Самый лучший – Володарка. Почему? Потому что я здесь живу. В строю многие трудовые коллективы города, вузы, школы. Каждый старался заявить о себе ярко и красочно. Первый городской лицей выставил во главу колонны оркестр, практически полностью состоящий из учащихся. В колонне парада поколений столько людей, что когда те, кто стартовали первыми, уже достигли площади Партизан, замыкающие еще даже не стали в строй. Поздравить Брянск с днем рождения приехала весьма представительная делегация членов обеих палат российского парламента, а также заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Пожалуй, нет человека, который не испытывает чувство любви, привязанности к своей земле, к своей уникальной культуре, истории. Но это наше чувство любви к Родине. Такого чувства нет ни у кого в мире. Главные поздравления с трибуны прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной. В этот праздничный день я хотел бы сказать вам огромное спасибо за тот подвиг, который вы совершили во имя нас, за мощь и величие нашей страны. Руководители региона заверили, развитию областного центра не и дальше будут уделять особое внимание. Город развивается потому, что здесь живут талантливые, работоспособные патриоты нашей Брянщины. Мы должны укреплять экономическую способность нашего города и Брянской области. К празднику приурочили принятие новых членов в ряды юнармии. Это юноши и девушки, которые мечтают связать свою жизнь с вооруженными силами. Слова присяги они произнесли перед фронтовиками. Клянусь! Соблюдать устав юнармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям, доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. С площади Партизан был дан старт брянскому этапу всероссийской эстафеты «Кросс нации». Это почетное право доверили нашему легендарному летчику, герою Советского Союза Ивану Кашину. Любители бега, более 5500 человек, устремились на площадь воинской славы, а следом за ними туда же начала свой путь капсула времени, в которую поместили послание потомкам. Бесценный груз на всем пути следования предстояло передать из рук в руки. Прикоснуться к капсуле времени – это все равно, что прикоснуться к истории. Через 50 лет эти архивные кадры наверняка будут пересматривать наши потомки и узнавать среди тех, кому довелось дотронуться до капсулы, своих отцов и дедов. После этого площадь Партизан превратилась в большую концертную площадку, где состоялся международный фестиваль хоров, в котором приняли участие коллективы из
из многих городов России, Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Но и символичным подарком городу в год экологии стали клены, которые высадили в Семеновском сквере, где сейчас завершается реконструкция. Здесь появилось более сотни новых деревьев. Среди тех, кто принял участие в этой акции, делегации из городов-побратимов Брянска и тех городов, с которыми у нашего областного центра налажено тесное экономическое сотрудничество. Все делегации в праздничный день торжественно приняли в город администрации. Здесь же был подписан еще один договор о братской дружбе. Новым побратимом Брянска стал молдавский город Сорока. Я очень рад. Добрый путь. Да, добрый путь. Игорь Давидович, Олег Жеребчевский, Вести Брянск.